Истребить и изгнать осетинский народ – таковы были цели каждого из грузинских руководителей. Сменяя друг друга на протяжении веков, они не меняли своего ненавистнического настроения по отношению к нашему народу. Учинив в 1920 году против осетин геноцид, они, не задумываясь, убивали. Многие с раннего детства слышали от своих родителей, бабушек или дедушек жуткие рассказы о зверствах грузин. Лиана Санакоева хорошо помнит историю своей бабушки Гаховой Надежды Николаевны, которая на себе испытала все тяготы тех времен. Я ее хорошо помню, так как она дожила до 93-летнего возраста. Вышла замуж в село Ваныл Дзауского района. Когда все покидали родные места, она ушла вместе с ними. Часто говорила о том, что приходилось продвигаться по горным склонам и ущельям. Бабушке Ляны удалось дойти до лагеря. После того, как они вернулись в родное село, они застали чистое поле. Ни дома, ни хозяйства. Все было сожжено и разграблено. Но на этом беды Надежды Гаховой не закончились. Через некоторое время у нее умер муж. Молодой женщине трудно было одной с ребенком на руках, и она во второй раз вышла замуж. У нее родилось 3 детей, в том числе и моя мама. Несмотря на все тяготы жизни, Надежда воспитала своих детей достойными людьми, настоящими патриотами Родины. Ее старший сын Василий был участником Великой Отечественной войны, удостоен государственных наград, а второй сын стал летчиком. Наверное, в Осетии нет ни одной семьи, которая бы не пережила те страшные события. Мы не имеем права забывать нашу историю и должны делать все возможное, чтобы геноцид осетин был признан. Анжела Кокоева, Фатима Чочиева, Арнольд Харибов, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.